Ассаляму алейкум. Исянмисыз? Здравствуйте. На эту передачу из цикла «Уроки истории» мы пригласили интереснейшего человека, историка, действительно члена Академии наук Татарстана, первого председателя Всемирного конгресса татар Индуса Ризаковича Тагирова. Здравствуйте. Здравствуйте. Индус Ризакович, не случайно мы вас позвали среди первых гостей нового цикла. Дело в том, что сами видите, что происходит в мире. Революции, национальные вопросы, претензии друг к другу и огромный интерес к истории. Оказывается, не так уж хорошо знаем свою историю. Не так здорово знаем историю ближайших нам соседей, народов. Поэтому, Индус Ризакович, пожалуйста, просветите нас, что происходит в мире среди народов, что такое народы и их история. История – это бездонный колодец. И докопаться до глубин этого колодца в принципе невозможно. Меняются времена. Как древние римляне говорили о море, о темпора, о времена, о нравы. То есть уже тогда говорилось о том, что и времена меняются, и нравы людей тоже меняются. Нравы народов тоже меняются. А сколько прошло времени уже с этих римских времен. И мы видим, действительно, вот если проследить вот эту историю мировую и вообще, в принципе, видим, что бесконечное множество изменений. Бесконечное множество процессов овладения разными территориями. Овладение континентом Америки. Это же сама история. Там разные этносы, разные народы, их представители участвовали в этих процессах. Географические открытия, войны бесконечные, то есть их перечислить невозможно. И самое главное, в течение всего этого времени бывали и войны, казалось бы, бесконечные, но в то же время и времена мирного сожительства между народами и людьми. То есть мы видим, да, время оно бесконечно, и поколения меняются, но из поколения в поколение передаются традиции. Индус Ризакович, считал же до недавних пор, что нации и народы – это приходящее, что они исчезают, языки, народы вымирают, другие приходят, или вообще будет в мировые какие-то планетарные люди, народы. Вот так считалось. А что же сейчас происходит? Почему стали иногда воевать, иногда делить земли? И конкретно наш татарский народ, где он живет, и как жил, и когда появился? Вот мы вообще очень долго жили под лозунгом интернационализации. То есть, да, народы есть, им надо дать свободу, пусть они самоопределяются, но конечный итог один. Они должны слиться, и нации должны исчезнуть. Так же, как должны исчезнуть и государства. Поэтому одновременно, казалось бы, с созданием каких-то государственных образований шли процессы и определенного слияния. Эти процессы есть, да, ассимиляции, малые этносы исчезали, сливались, появлялись новые. И, конечно, появились, сегодня мы можем говорить уже крупные такие этносы, нации, которые, можно сказать, что уже не исчезнут никогда. Скажем, никогда англичане не сольются с французами, не будет единой нации. Немцы, несмотря на то, что там у себя разновидностей очень много, тоже останутся великой нацией, вечной. Насколько вечной? Если вечной можно считать бесконечность. Потому что по-русски вечность – это век один, а бесконечность – это другое понятие. Поэтому, когда мы говорим о вечности, имеем в виду время существования этого земного шара. Время, когда на этом шарике живут, трудятся, воюют, мирно сосуществуют многие народы. Не знаю, как насчет земного шара, а что касается Солнечной системы, говорят, 8 миллиардов лет осталось ей светить. Некоторые говорят, что 13-14 миллиардов лет. А может быть, и те, и другие неправы.
и те, и другие, потому что абсолютной истины вообще достичь невозможно. Невозможно. Эта истина запрятана настолько глубоко, бесконечно запрятана на бесконечность. А бесконечность не имеет ни начала, ни конца. Поэтому, конечно, вот мы всегда должны исходить из этих вот категорий. Не то, что вот начало, вот конец. Это люди живут вот на этой территории, на этой земле, и то, что творится здесь, имеет действительно и начало, и конец. А Вселенная – это бесконечный пространство. Куда делись кельты, народы, которые говорили на латинском языке, куда делись санскрит, владельцы, носители этого языка? А ведь не слабые народы были, кажется, да? Латинский язык, говорят, исчез. А вот homo homini lupus est – это латинское выражение. Человек человеку волк. Да, язык исчез, но вот эти понятия сохранились. Вот это латинское выражение, оно переведено и на русский язык. Человек человеку волк. Ну, хотя мы в советское время, конечно, опровергали это. Нет, человек человека друг, товарищ и надежный защитник. Так всегда говорилось. На самом деле, конечно, это не совсем так. Бывают времена, когда действительно человек человеку становится как волк. Войны-то откуда возникают? По какой причине? И ведь не только между народами. Есть ведь гражданские войны, когда отец идет на сына, сын на отца идет, семья против семьи идет, народ против народа. Татарстан новый век, допустим, смотрит на территории бывшего Советского Союза, в Европе, Азии, в других странах. Наши ли сородичи, родственные народы, татары ли, они ведь смотрят и тоже не случайно включают канал. А татары, вот откуда, что происходит с ними, что происходило с ними, и что с ними будет, и что каждый соизмерять, а со мной что будет, с кем я, на кого я буду опираться, чем гордиться, чего стыдиться. Это вопрос интересный, конечно. Весьма интересный, но вести разговор не только о татарах. А русские, что они знают свое собственное происхождение? До сих пор не прекращаются дискуссии вокруг происхождения русского народа. До сих пор. Дискуссии вокруг взаимоотношений украинцев и русских, болгар, так называемых славянских народов. Вот был я однажды на конференции в Болгарии, и выступая, один докладчик, он, между прочим, был священник, закончил свой доклад словами «болгары не славяне». И добавил «украинцы тоже не славяне». Я не говорю, что он преподнес нам абсолютную истину. Но, тем не менее, следы-то ведь Майдан ведь тюркское слово. Откуда Майдан этот появился, скажем, в центре Киева? Это ведь тоже вопросы. Это вопросы взаимоотношений людей. А Киев, правда ли, что вот эта версия, что это Киев взять город? Есть такая версия. Тюркское слово. Есть такая версия. Она и не опровергнута, и не доказана. Версий будет возникать много. Будем смотреть, изучать, как этот процесс будет происходить. Тут ведь еще есть и такая проблема. Вот мы говорим, Киев – это начало русского государства. Матерь земли русской, говорим, Киев, матерь земли русской. А сегодня Россия ведь вне Киева. Сегодня тоже вот между историками идут дискуссии, как вот оценить вот это значение Киева. Это действительно Русь, это действительно вот общий народ, русские и украинцы нынешние. Или это же только нынешние русские? А если так, где же? Почему они не в Киеве? То есть вопросов здесь очень много. Ну, тут ответ ясен, что этносы, народы
иногда не могут умещаться в границах одного государства. Границы этноса и границы государства не всегда совпадают. Сплошь и рядом. Но ведь мы не только об этом говорим. Мы ведь еще имеем так называемую нормандскую теорию. Нормандской теории, по которой значительный вклад в становление вот этих русских княжеств внесли вклад именно норманы. А кто такие норманы? И вообще теория такая, что русское государство было основано норманами. Опровергалась эта теория, дискуссии до сих пор идут. И первым, кто занимался этим, это был Ломоносов, который никак не соглашался вот с этой концепцией нормандского происхождения. Почему? Да по одной простой причине, что некоторые использовали и используют этот факт как неспособность русского народа создавать государство. На самом деле, конечно, не так. Многовековая история Российской империи, русского государства доказала, что это народ, способный создавать государство, творить государственное образование. И не только выделять из своего состава другие государства. Так что вот к этой теории нельзя однозначно относиться. Она имела место, эта теория. На самом деле факты есть вот такие, что норманы, да, были норманы, но ведь норманы доходили и до булгар. Есть факты. И у Ибн Фадлана есть ведь это русы. Кто такие русы? Русы это прежде всего тогда были вот эти самые норманы. 1150 лет назад произошло событие, которое осталось как одно из вех образования российской государственности, хотя большинство считало до этого, что 600 лет тому назад. В Великом Новгороде праздновали образование государства. Тогда правда. уже Волжская Булгария была, правильно, да? Это правда, что праздновали, но ведь и раньше праздновали в связи с Киевом. Поскольку Киев теперь и в составе России, ушли туда, в Новгород. Действительно, Новгород и Киев способствовали появлению русской государственности. Это да. Нужно это комплексно рассматривать, не отделяя и Киев, и Новгород. Так же, как, в принципе, как бы что бы ни творилось, не отделяя и русских, и украинцев, и белорусов. Конечно, теорий очень много сегодня, разных. Это изучение крови, антропологические исследования, все прочие, попытки доказать, что русские – это не славяне, настоящие славяне – это белорусы, поляки и так далее. Такого рода всевозможных этих концепций и предположений, скажем так, гипотез немало. И применительно к татарам мы можем то же самое говорить. Татары, говорят татары, и безотносительно говорят татары, татарва. И Кавказ тогда, когда в Российской империи говорили татарва, армяно-татарская резня, это же не эти татары, это азербайджанцев так называли. До революции говорят, что азербайджанцев называли горными татарами. Иногда. Вообще записывали их татарами. А казахи назывались киргизами, да? Скажем так, что, конечно, основа-то тюркская у всех. Я читаю архивы, материалы архива. В Оренбурге объявили Киргизскую республику как раз в 17 году, в 18-м. И там же и образовался Башкортостан. В одном и том же городе два государства образовалось. Потом уехали. Это действительно имело место. Казахи, тюрки, конечно. Но ведь казах – это слово казах – обозначение способа передвижения людей. Так же, как казак. Это однопорядковые слова. Казак, казах. И поэтому, конечно, было более древнее такое наименование этих народов. Нынешних казахов называли киргиз-кайсаками, а нынешних киргизов каракиргизами называли. Но все они тюрки. И выделение этого от тюркского начала других народов тюркских, это тоже вопрос. Мы говорим, когда? Мы говорим сейчас, можем считать, однозначно говорить, что
уже тогда, когда все тюрки жили вместе, имея различные названия, наименования, там гуннами называли, потом появилось татары, это появилось, да. Но, посмотрите, считают-то они, используют одинаковые цифры. Бер и Кеэш. Значит, уже тогда, в древности, уже вот тогда люди имели счет. Даже чуваши вырвикача. Да, счет. И жизнь тоже измерялась вот этим счетом. Войны тоже, армии тоже считали тысячи, там, десятки, левая и правая сторона. Это тогда еще было. Вот тут уж надо, видимо, говорить, если о тюрках, татарах. Вот есть очень интересная книга, переведенная сейчас, давно написанная, конечно, книга Паркера. В одном переводе она называется «Татары. Двоеточие. История возникновения великого народа». Кто такой Паркер? Паркер жил до революции в Англии. Это дипломат, человек с высшим образованием, профессор, и многие годы работал в Китае. И, работая в Китае, изучал архивные источники. И вот о татарах написал книгу. Удивило это его. Почему? Потому что действительно вот этот народ по источникам, он сотрясал весь мир. Он покорил Китай. Тогда еще, до Чингисхана это. И многие тюрки жили на этой территории. Это были исконно тюркскими территориями. Это потом произошло. Почему произошло? Потому что китайцы размножались гораздо быстрее. Вот, скажем, было время, когда гуннов, гуннами называли, было 2,5 миллиона, а их 75 миллионов. И для того, чтобы 2,5 миллиона вот этих тюрков-гуннов могли покорить Китай, нужна была высокая организованность. Вот тюрки отличались высокой организованностью и дисциплиной. Они первыми научились вести бой на коне, сидя на коне. И в Европу они ворвались вот таким образом, организованном виде. И этого, конечно, не знали многие народы, восприняли. Вот мы говорим, китайцы очень много сделали для мира. Изобретений бесконечное множество, даже порох. Хотя вот сегодня я слышал вот по радио выступление Носовского, Фоменко-Носовский, есть такие вот, они и химики, физики, но интересуются историей. И что же? Оказывается, порох-то не китайцы изобрели. Не китайцы, это русское изобретение. И таких вот масса вот таких вот подтасовок всяких, выведенных неизвестно какими способами, методами, конечно, существует. Но речь не об этом. Действительно, китайцы тоже учились у тюрков многому. Не только китайцы давали миру. И шелк там, и много кое-что. И порох тоже их. Много-много у китайцев для мира, и китайцами сделано для мира. Это на самом деле так. Но забывается то, что тюрки дали очень много им. Вот послушайте музыку китайскую. Какая она? Пентатоника, да. Это тюркская музыка. У нас стажировался в университете китайский профессор Чэнь Бин, который говорил, профессор это, у нас ваша музыка, мы ее восприняли. И наша заслуга только в том, что мы ее распространили за пределы Китая, довели до Японии. И теперь вот этот весь Дальний Восток питается вот этой музыкой. Способ одевания по-тюркски воспринимали, тоже очень много воспринималось. То есть, когда мы говорим о взаимоотношениях народов, нужно иметь в виду вот эту взаимность. Друг у друга воевали они или мирно жили, заимствовали. Это всегда было в мире.
В цикле передач «Уроки истории» мы беседуем с действительным членом Академии наук Татарстана, доктором исторических наук, профессором Казанского университета Индусом Ризаковичем Тагировым. Индус Ризакович, вот вы убедили нас. История безбрежна. Это великая истина и не понятая, может быть, даже не всеми оцененная. И народы взаимодействуют. Но все же, почему татары делятся иногда? Вот крымские, казанские, сибирские, астраханские. Вот что за слово несу я в своем, не в паспорте, так в своей биографии, татары. И как же быть тем татарам, которые оказались в разных регионах, конкретно Крым – это тезки или родственники, и когда вот это разделение состоялось? Естественный вопрос и процесс естественный. Я говорил ведь о едином тюркском мире. Его не стало. Это как бы большой дом, гнездо, откуда вылетели вот эти все этносы, народы, вылетели и создали свои семьи. Но унесли с собой очень много общего. Вот я уже говорил, считали они. Слов сколько? Сколько слов? Очень много слов. Взять древнетюркский язык и вчитаться в тексты. Любой тюрок нынешний, татарин он там, чуваш или якут, может понять это, потому что там много общего. И вот смотреть на это вот, на какой-то вот отрицательный процесс, вот тюрки разъединились, неправильно. Вот семьи ведь тоже, рождаются дети, уходят, женятся, создают свои семьи. Это нормальный процесс. И здесь тоже так же с народами происходило такое. Поэтому, когда речь идет вот о происхождении разных народов, надо исходить из этого. Разлетелся, оказался он где-то в районе, скажем, Малой Азии, тюрок. Он уже оказывается под воздействием и тех людей, которые там живут. По соседству греки, по соседству персы находятся, иранцы. Значит, народы меняются в зависимости от географических условий, от того, какие народы их окружают, какие государственные системы существуют, какова культура. И получается, что вот иногда мы начинаем разниться. Вот «Қосқанаты қат-қат была», «Сидирлерде көп юрисаң, сиган ярың ят была» деген көк. Если не встречаться, если разъезжаться, народ может стать разным, уже почти не родственным. И что произошло с татарами? Нет, вот тут почти не родственным нельзя говорить, потому что вот сибирские, астраханские, крымские, казанские, говорят, вот это наименование, наше название нам навязали. Ничего подобного. Я ведь говорил уже, Паркер пишет о том, что татары были там. Вот это наше самоназвание, оно пришло оттуда, и никто нам его не навязывал. Другое дело, некоторых тоже стали называть татарами. Почему? Потому что они оказывались под воздействием вот этих народов. Иногда называли так татарами, хотя они таковыми и не являлись. Но на самом деле вот наше татарское, оно собственное. Никто нам его не навязывал. Я почему это подчеркиваю? Потому что у нас иногда, вот мы булгары, мы не татары. Или в Крыму тоже говорят, да вот нет, ну там есть, конечно, тюркские, но мы... Крым вообще интересно. В Крыму есть община казанских татар, есть крымские татары, именем которых названа республика. И веками существовали. А эти же крымские татары, насколько известно, несколько веков были в России, в Османской империи, в Советском Союзе. Но если... Это мы были или не мы были? Да, вот да. Особенно сейчас это становится актуальным вопросом. Это входит в каждый дом. Мы собираем средства для Крыма, мы взаимодействуем, хотим восстановить наши истории, культурные традиции. Вот уточнить бы нам это на нашей традиции беседе. Восстанавливать надо, изучать общие корни надо. Но это не говорит о том, что мы должны слиться воедино. Этого не будет никогда. Есть тюркский мир. Мы сейчас вот ищем, находим наши общие традиции. Вот ныне Казань объявлен только своим центром тюркского мира.
Это правильно. До этого Искешахар был таким центром в Турции находящийся. И это правильно. Это вот духовно объединяет этот тюркский мир. Но ни в коей мере народы не проглатываются друг другом. Индус Изакович, время первой нашей встречи уже практически исчерпалось, но мы на следующей же передаче с вами хотели бы поговорить об этом более точно. Вот о составной части татарского народа. Нынешнее состояние Крыма, Татарстана и зависимость от государства, где мы живем. Перспективы какие и парадоксы какие в этом существуют. Я думаю, что в этом есть необходимость. На этом передача из цикла «Уроки истории» завершается. Нашим гостем был академик Индус Тагиров. Но продолжение этой же беседы вы посмотрите на следующей нашей передаче «Уроки истории». До свидания.